Представьтесь. Амриева Марина Долобековна, директор Чемуридинской основной общеобразовательной школы. Директор одной из школ Амриева Марина делится общей проблемой. У них нет спортивной площадки. С надеждой на обустройство прилегающей школьной территории она обращается к властям. У нас вопрос по проблемам по подвозу учащихся в школу с бензином проблема. Но у нас есть еще один вопрос. Это у нас в школе отсутствует спортивный зал. И если можно было построить спортивную площадку, чтобы дети хотя бы могли заниматься на уроках физической культуры на этой площадке. С привлечением там инвестора, еще кого-то оборудуем, там, наверное, площадку вам эту спортивную сделаем, организуем мероприятия, вот эти проведем. Буквально вот в ближайшие дни мы этим вопросом будем заниматься. А фермера Салмана Арсельгова интересует земельный вопрос. Он просит расширить его угодья на 2 гектара для постройки сельхозпомещений. В Ростовской области я прожил 24 года, именно занимался сельским хозяйством. Я переехал с хозяйством, уже 5 лет добиваюсь для постройки себе сельхозпомещений. Я никак не могу здесь. Участок есть у вас? Участок есть только частном. На частном участке я держу большое количество. В частном подворье, личное подсобное хозяйство, он держит более 100 голов овец, да? Да. 50 голов крупного рогатого скота. По-моему, ранее обращался. Да, он обращался. У нас в республике действует земельная комиссия, правительственная земельная комиссия. Насколько я понимаю, ваши документы подготовлены, уже согласованы с Минсельхозом и находятся на рассмотрении. По принятию решения и соответствующего решения правительственной земельной комиссии вам будет предоставлен земельный участок. Чтобы вы были в курсе, у муниципалитета своих сельскохозяйственных земель нет. Здесь земли сельхозназначения – это государственные земли. Земли республиканского значения. Это республиканская собственность. При соответствующем принятии решения вам будет представлен земельный участок. Мы только приветствуем любую предпринимательскую деятельность. Менее чем за час удалось не только выслушать, но и наметить пути решения вопросов нескольких обратившихся. В таком энергичном темпе проходит прием граждан в администрации Сунжинского района. В преддверии диалога с народом представители власти проводят уже ставший традиционным прием граждан по всем районам республики. Цель нашего мероприятия – это минимизировать тот объем задаваемых вопросов главе республики для последующего уже разрешения их на уровне администрации главы республики. Вопросы самые разнообразные, от обеспечения топливом школьных автобусов до благоустройства территории района. Магомед Тагир Барахоев спрашивает, когда уже уложат асфальт по улице Батумская, а Юсуп Елоев интересуется о сроках укладки тротуара возле школы. У меня, значит, вопрос следующего характера. Мы все стали свидетелями тому, что в последнее время в республике очень много строится объекты учреждения, дошкольные учреждения, а также объекты здравоохранения. Вот Нестерское поселение Нестеровское, мы все знаем, с восточной стороны сейчас построили и сданы в эксплуатацию один объект учреждения, то есть школу построили, очень большая школа, и рядом садик. И вот дети, которые сегодня посещают вот эти учреждения школьные, они из-за отсутствия тротуарной дороги вдоль асфальтированного покрытия, то есть дороги, они вот не осознают степень риска, насколько они подвергают себя вот опасности здоровью и вынуждены ходить по дороге, предназначенной для движения автотранспорта. Именно по этим вопросам мы уже начали работу по укладке тротуара, там работы начали, завезли уже там бордюры, уже работа начата. Это было поручение главы. Глава администрации района Хажибульга Виса Джавдинович дал поручение, выделили деньги под это, и мы уже работу начали, в принципе, чтобы поставить. Это через вас проходит, да? Да, мы оттуда от школы начали. Это улица Мира же у нас, да, ПВ? Да. Когда планируете завершить работу вообще по плану? 10-12 дней все будет. Ну отлично. Протяженность там сколько метров примерно? Километр 400. Учитывая актуальность вопроса, ведь учебный год уже начался, делегация выезжает на место для оперативного решения проблемы. На улице Мира сейчас устанавливают бордюры, и в ближайшее время школьники, как и остальные жители сельского поселения Нестеровское, смогут шагать по широкому тротуару. А пока дети с риском для жизни передвигаются по проезжей части, либо в обход через близлежащие улицы, что особенно сложно в дождливую погоду.
На месте сразу посетили и инвестиционный объект – 3 многоквартирных дома, которые в скором времени заселят постояльцы. 16-квартирный, да? 16-квартирные. 3 дома. Ага. И когда сдача планируется вообще? Этот уже дом, в принципе, все уже. Дома в 4 этажа по 16 квартир в каждом. Первые этажи отведены под торговую площадь. Один уже готов, второй на стадии завершения. А все 3 сдадут уже в начале 2018 года. Все коммуникации подведены. Подрядчик – компания «Стройиндустрия». Данный проект участвует в госпрограмме «1000 квартир». И, по словам застройщика, уже 8 человек стали полноправными хозяевами уютных квартир в этих домах. Актуальность возведения жилых квартирных домов в этом районе обусловлена стремительно развивающейся инфраструктурой. Рядом открыта школа и строится детский сад. Также оперативно рассматривают и остальные обращения граждан в других районах республики. Ева Ужахова, Сурхо Кусеев, Новости 24.